53 государственных органа технически уже подключены к системе межведомственного взаимодействия «Түндүк». Из них 19 госорганов обмениваются данными и информацией о гражданах в электронном формате. Мониторинг показал, что только в апреле было сделано более 700 запросов между ведомствами. В электронном формате обмениваются такие государственные органы, как Минфин, например, с налоговой, или соцфонд, или регистрационная служба, Национальный статистический комитет. Это очень важно, чтобы не запрашивали на флешках или в бумажном формате. Все теперь идет в электронном формате. Но надо сказать, что правительство в этом отношении очень активно работает. По мере внедрения системы «Түндүк» проводятся тренинги для специалистов министерств и айтишников. Безусловно, цифровизация госуслуг повышает эффективность работы самих ведомств, а главное, все делается для удобства граждан. В ближайшее время должны исчезнуть еще около 20 справок. К примеру, большое количество справок требуется при получении пособия из налоговой службы, госрегистра и других. До конца года все госорганы должны подключиться к системе. 189 госуслуг будут в электронном формате. Сейчас также разрабатывается проект «Электронное село». 2019 год, напомню, президентом объявлен годом развития регионов и цифровизации страны. Все силы направлены на создание цифровой инфраструктуры. В тестовом режиме запущен портал государственных услуг, полноценно заработал проект «Безопасный город». В соответствии с национальной стратегией 2040 цифровые технологии должны внедряться в приоритетном порядке в такие сферы, как образование, здравоохранение, туризм, сельское хозяйство, телекоммуникации, банковский сектор, легкая промышленность и строительство. Город Балыкчы – пример успешного внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. Здесь раньше, чем в столице, заработал проект «Безопасный город». На перекрестках больших улиц установлены 84 камеры видеоконтроля, которые в режиме онлайн транслируют видео в Центр ситуационного анализа в Балыкчинском городском отделении милиции. С помощью этих камер я вам могу даже сказать цифры, что мы раскрыли 19 преступлений. Это разного характера, это грабежи, это какие-то аварии, это кражи. Вот. Можем сказать, что дает результаты нам. «Безопасный город» и другой проект «Балыкчы ГИС» президенту Сооронбаю Жээнбекову презентовал глава ГРС Алмаз Мамбетов. «Балыкчы ГИС» – это программа цифровой инвентаризации муниципального имущества. Ее разработка стала возможной при финансовой поддержке Фонда развития Иссык-Кульской области. Кстати, в этом году на мероприятие по цифровизации фонд выделит еще 10 миллионов сомов. Президент тоже очень хорошо озвучил, что мы, Кыргызстан, можем конкурировать с другими странами только органической, экологически чистой продукцией. И чтобы у нас эта экологически чистая продукция была конкурентоспособной, мы сначала должны сделать инвентаризацию своих земель. Мы должны знать, сколько у нас есть земель, орошаемых пахотных земель. В дальнейшем в Балыкчы будет реализован проект «Умная поликлиника», в том числе через создание электронной очереди и системы электронной амбулаторной карты. Со следующего учебного года и в школах города планируется внедрить систему электронного дневника. В рамках проекта электронного муниципалитета внедряется учет поступивших в мэрию города жалоб и деловых бумаг. Президент высоко оценил старания местной власти. Республикада башталаткандагы демилеген колдоп, өздөрү шаар каражаты менен коопсуз шаар долбоорун ишке ашырганы бул көбүнө жаңылык болду. Айрыкча жергиликтүү бийлик сценарий боюнча аракеттерди жана шаардын экономикалыктыргөнгө аракеттери жакшы болду деп айтсам болот. Внедрение цифровых технологий в сферу госуслуг и исключение прямого контакта граждан с чиновником – важный компонент борьбы с коррупцией. Он также уменьшает бюрократию. Мына билесиңер, 16-жылы мен кол койгонмун түндүк электрондук схемасын премьер болуп турганда ишке киргизүү боюнча. Бул 189 мамлекеттик кызматты электрондук түрдө мамлекет кызмат көрсөтчү. Бул эмне алып келет? Бул алып келгени мына ар кандай мамлекет органдардын эшигин какылап мына көрүп атасыңар. Кезекте туруп бир кагаз үчүн, бир маалымат үчүн эл кыйналып атат. Буг өткөндөн кийин ошо отурган чиновник сен барганда компьютер ачып туруп, силер жөнүндө эмне справка керек болсо, башка органдан өзү сурап ала турган
шарт түзүш керек. Мына түндүк электронный системанын маңызы ушунда. Цифровизация и развитие регионов стали главной темой встреч Сооронбая Жээнбекова с жителями Иссык-Кульской области. Президент подробно остановился на реализуемых национальных проектах, направленных на повышение благосостояния регионов. К примеру, на программе по развитию ирригации. Мына былтыр 634 гектарға жаңы жерге су шықты, 3,5 мың гектар жерден су шығарышы жақшыртылды. Каналдары ремонт болып, су менен қамыс болған жақшырды. Программада біз 2026 жылға чейін 65 мың гектар жер, 240 мың жұмысшыны түзөбүз деп белгилегенбиз. Бұл эми абдан оор, аткарыш абдан оор, бирок ошого карабай, баягы мамлекеттик органда иштесин деп буну кабыл алдык. 2024 жылга чейинки программаны ишке ашырабыз буюрса буну. Доступ к питьевой воде, модернизация ирригационных сетей, улучшение социального положения учителей и врачей, борьба с коррупцией – все это предвыборные обещания Сооронбая Жээнбекова, которые поэтапно выполняются. Эгерде мен шайласаңыздар, халыкты таза суу маселеси боюнча ошо менин мөөнөтүмдө толук камсыз кылабыз деп. Азыр мына 653 халкты конуштун суусу мындай жок. Былтыр 45 айлыга мына суу жеткизилди. Эми алдагы 5 жылда 608 айылды биз таза суу менен камсыз керек. Приняты действенные меры для поддержки предпринимателей в регионах. Во-первых, средства крупных финансовых институтов, таких как Российско-Кыргызского фонда развития, Айлбанка, РСК и гарантийного фонда, направлены на поддержку сельских проектов. Во-вторых, вновь созданные предприятия освобождены от некоторых видов налогов и проверок. Государство прилагает все усилия для развития регионов, но и местная власть не должна сидеть сложа руки. Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест является основным критерием в оценке деятельности местной власти, считает президент. Мамлекет тарабынан регионда өнүктүрүү боюнча болгон мүмкүнчүлүктүн бардыгын тең мына регионго мына буруп атабыз. Айрыкча каражаттарды буруп атабыз. Банктыкын дагы, бюджеттен дагы мына буяка буруп атабыз. Уктуңуздар, эми жергиликтүү бийлик, акимдер, айыл өкмөттүн башчылары, райондун жетекчилери бардын артынан ушуну пайдаланып, өзүңөр да кыймылдашыңар керек. Кыймылдап, аракет кылып, ошо каражаттарды, инвестицияларды алып келип, районго киргизген аракет кылыш керек. Также в регионах строятся новые и ремонтируются старые социальные объекты, улучшается дорожная инфраструктура. За прошлый год открыты десятки крупных и сотни малых и средних перерабатывающих предприятий. Таким образом, планомерно реализуются все задачи, поставленные в рамках Указа по году развития регионов и цифровизации страны. Нургуль Саматова, Улан Сатиев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала-То 24.